Добрый вечер. В эфире «Не пропусти главное». Здравствуйте, дорогие телезрители. Туризм – одна из самых высокодоходных отраслей мировой экономики, и у Якутии в этой сфере большие перспективы. Однако надо заметить, что в современной экономике э, туризм Якутии пока не играет существенной роли. Насколько наша республика конкурентоспособна и что нужно сделать для того, чтобы отрасль дала рост и развитие, об этом мы поговорим в прямом эфире с нашими гостями. Вы часто путешествуете по нашей республике? Да, часто летом выезжаем на речку, на Синюю, в Амгу обязательно, Ленские столбы. К сожалению, нет. Нет, не очень часто. Не очень часто. Я обычно во время отпуска только домой езжу. Редко. Раньше я летал на 12-м, и приходилось во всех портах бывать. А сейчас нет, сейчас летаем на запад. Часто путешествую. У вас есть любимые места отдыха в нашей республике? Есть. Я, например, очень люблю отдыхать в Ленском районе. Каждый год почти езжу на Ленские столбы. Великолепный отдых. Есть на реке Лени в тундре. Очень тундра красивая, много цветов. Нам очень нравится отдыхать, допустим, в Нижнем Бестяхе на озере. Мы с друзьями туда часто выезжаем, отдыхаем, там есть домик, хорошая природа, озеро чистое. Ну и, конечно, Ленские столбы, не так часто в связи с финансами получается выехать, но и на Ленских столбах тоже хорошо. На пляж ходить с семьей, с детьми, с внуками. Где родная деревня. Горы, Ваймеконе. А как вы думаете, чем можно привлекать туристов в наш регион? Ну, природа у нас, красивая природа. Побольше рекламы. Созданием инфраструктуры и условий проживания. Природой. Здесь же чудная природа. Побольше осведомленности людей, потому что люди, даже которые живут у нас в городе, они не знают о многих местах. Природой в основном. Река, чистота, экология. Хорошими дорогами. Но вот тут проблема в том, что дорог нету, как такого развитой инфраструктуры, туризма. Нужно все это развивать, малый транспорт, доступные дороги. Есть много красивых мест, но туда очень трудно добраться или очень дорого. Условия жизни для туристов будут слишком дикие. Это требует дополнительных расходов для строительства туристических баз. Инфраструктура не очень хорошо развита, и опять же цены кусаются. Я думаю, что даже не все жители республики могут себе позволить. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Телефон в студии 42 38 97. Уважаемые телезрители, вы тоже можете принять участие в нашем разговоре. Добрый вечер, уважаемые гости. Здравствуйте. Вот только что мы послушали видеоопрос, кстати, очень интересный, и видим заинтересованность якутян путешествовать по республике. Вот как вы можете прокомментировать? Ну, безусловно, мы все с вами якутяне, и как все жители нашей страны, да и все жители, наверное, мира, мы все хотим чего-то познавать, узнавать, организовывать свой досуг, отдых, в том числе и не исключение мы, жители республики. И, скорее всего, наверное, менталитет наших жителей как раз и отличает любознательность во всем, и в узнавании нового в том числе. И поэтому совершенно естественно звучат сегодня комментарии наших телезрителей, жителей города, что хочется отдыхать не только за пределами, а у себя в республике. И, наверное, надо с этим соглашаться, что очень много проблем, наряду с тем, что и потенциал республики очень разнообразен. Безусловно, сегодня как раз все то, о чем сегодня говорили наши телезрители, которых мы услышали, это и есть те проблемы или те сдерживающие факторы, которые так или иначе сегодня влияют на отсутствие массового туризма у нас в республике. Ну, наверное, еще не все были сказаны проблемы, они все-таки на поверхности, да, об этом мы поговорим сегодня, и коллеги, которые сегодня здесь у нас участвуют. Но вместе с тем надо говорить, что и государственная политика сегодня нацелена на преодоление как раз вот этих проблем и на развитие этой еще одной возможно, бюджетообразующей сферы в экономике, которая во многих регионах мира, да и в отдельных регионах, центральных регионах нашей страны сегодня уже дают определенные доходы, бюджеты этих регионов. Но давайте мы все-таки вспомним, что наша республика сырьевая. И основная доходная база нашего бюджета республики – это все-таки добыча нашего сырья, природных ресурсов. И для того, чтобы сегодня вот эта сфера, наш потенциал
туристский потенциал, наш природный потенциал, этнический, культурный и прочие, то, что составляет сегодня интерес и потенциал для туризма, развивался, конечно же, во многом зависит от того, как все то другое развивается. То есть как создается инфраструктура, как строятся дороги, как обеспечивается электроэнергетика, как, наконец, развивается рынок, то есть возможности людей. Вот мы сегодня слышали, да, цены кусаются. Все это вместе, и самое главное, конечно же, транспортная доступность. Мы знаем, что наряду с нашим хорошим потенциалом мы находимся очень далеко от центральной части нашей Родины, даже если говорить об этом, и приехать к нам или добраться к нам в лучшем случае быстро можно авиацией. А доступность эта авиационная, конечно же, она очень сложна. И по тарифам, которые сегодня у нас есть, и не только сегодня, это достаточно обоснованно, и вместе с тем и разнообразие наших пассажирских перевозок достаточно ограниченные. Ну а вообще у нас перспективы есть, ну вот в принципе в глобальном будущем? Ну, если бы не было перспектив, наверное, мы бы сегодня с вами здесь не в этой студии, да? Вот здесь, кроме меня, министра, сидят коллеги, которые энтузиасты, которые в течение ни одного уже, многие из них даже десятка лет занимаются как раз вот преодолением тех сложностей и развитием этой перспективной. Ну хорошо, у нас тогда вот республики такой вопрос, сферы. а какие вот положительные сдвиги, может быть, какие-то изменения произошли за последнее время? Вот коллеги могут поделиться? Да, я, наверное, не буду сейчас рассказывать, как государственный служащий воздержусь, а пусть коллеги немножко расскажут, а я, наверное, по ходу буду тоже как-то там где-то Давайте помогать, я рассказывать. расскажу, да? Пожалуйста. Я представляю Национальную ассоциацию рестораторов, ательеров и туризма, Ассоциация гостеприимства Республики Саха-Якутия, которая зарегистрировалась, то есть перерегистрировалась из Ассоциации рестораторов в Ассоциацию гостеприимства вот в декабре прошлого года. Сегодня буквально, почему эта ассоциация создалась, да? Для того, чтобы действительно повысить уровень гостеприимства республики. А гостеприимство республики – это наш туристический потенциал. У нас есть все, да? У нас есть много возможностей. У нас есть то, что нет в других регионах. А да? какие возможности? Что вы имеете в виду? Ну давайте, туризм, да, он подразделяется еще на другие виды туризма. Один из основных туризмов – это гастрономический туризм, который мы уже начали работать в этом плане, проводя мероприятия, как «Вкус Якутии», да, которые сегодня мы уже планируем на международном уровне. Да, вот. И сегодня буквально у нас состоялось первое заседание ассоциации, именно вот в качестве гостеприимства. Мы собрали всех, помимо предприятий общественного питания, мы собрали гостиничные, то есть гостиницы. Мы определили, 2 фирмы у нас туристические были, мы определили, кто у нас будет этими сферами заниматься. И основная проблема, действительно, то, что говорят люди, это действительно так. У нас проблема в том, что у нас это транспортная доступность, да, и очень дорогая. В прошлом году мы проводили промо-тур, привозили вот вместе с Саха-Сатал, с компанией, привозили при поддержке Министерства предпринимательства и города Якутска, привозили туристические компании, ведущие туроператоров из России и Китая. Да? Мы показали, то есть по программе, показали программы, показали возможность нашей республики, нашего города. И они были удивлены, да, у нас большой потенциал в этом плане. Но есть проблемы вот именно транспортная доступность, вот цены, да, тарифы, перелеты. Не готов еще, то есть не готовы гостиницы, гостиничный фонд именно к массовому туризму, да, массовому приезду гостей сюда. Также мы видим проблему в подготовке гидов. То есть нужно готовить гидов уже начиная с учебных заведений, да, готовить туристические кластеры создавать, да. Потом. Вы знаете, вот есть мнение, да, что Якутии надо ориентироваться все-таки на дорогой продукт. Все то, о чем вы сейчас, Екатерина Ивановна, говорили, да, о том, что сдерживает развитие внутреннего и въездного туризма, это как раз вот наши высокие тарифы, труднодоступность и так далее. Да? Но действительно, сейчас ведь в моде туризм экстремальный.
И, наверное, вот тут Абсолютно надо правильно. ориентироваться как раз на состоятельных туристов, которым, может быть, солнечные пляжи теплых стран уже поднадоели. То есть Им уже отказаться от хочется местных, какого-то да, экстрима, и они вот готовы за это выкладывать деньги. Но тогда давайте признаем, что туризм у нас в республике это, в общем, дорогое мероприятие. Да, Утопия, конечно. да. Вот, А допустим, он не мы- может быть дешевым. Нет, давайте я все-таки чуть-чуть прокомментирую, чтобы коллеги перешли. Да? Вот все то, о чем перечислила Татьяна, сегодня действительно имеет место быть с точки зрения проблем. Но мы говорим о том, а что есть-то? Что, собственно говоря, нам сегодня предлагать там, в качестве туристского дорогого продукта, дешевого, разного класса, массового или там, индивидуального. Да? Как раз все то, что у нас сегодня есть, оно составляет сегодня турпотенциал любого вида. Это, пожалуйста, вам и этнотуризм, да? Это экстремальный туризм, это событийные туры, которые позволяют и массовые прибытия. Ну, допустим, наши ресурсные обеспечения алмазы, добыча алмазов. Мы все хорошо, уже, наверное, каждый житель республики знает, что у нас сегодня есть новый туристский продукт «Бриллиантовая неделя», который базируется как раз на нашем эксклюзиве. Это, конечно, наши экстремально низкие температуры и наблюдения за холодом севера, путешествия на полюс холода. Вот все коллеги это как раз это и продвигают. Да? И, безусловно, вот с вами надо согласиться, что есть туры, и вот как раз здесь сидящие продают туры именно рассчитанные на людей экстремалов, не бедных, которые могут себе позволить наряду с традиционными туристскими посещениями и вот такой особенный эксклюзивный отдых. Но действительно наш туризм сегодня, он не массовый, и вряд ли он еще скоро будет массовым. Массовым он должен быть сейчас за счет нашего внутреннего потребителя, то есть нас, прежде всего жителей даже не Дальнего Востока, даже не всей России, а нас, жителей республики. Вот на это-то и нацелена в последние годы наша политика. То есть для того, чтобы сегодня продавать и бриллианты, и наш мороз, холод, эксклюзивные другие продукты, да ту же рыбалку, охоту, сплавы по нашим прекрасным рекам, это все требует сначала наращивания своих возможностей внутри республики. Так сказать, апробация, обкатывания их. Да? Это маленькие турбазы, это базы отдыха, это туристические маршруты, которые надо пробировать у себя и ментальность свою нарабатывать, что мы готовим индустрию гостеприимства. Вот все то, о чем говорила наша коллега, и кадры, и наша инфраструктура, и наши гостиницы. Гостиницы есть, и они у нас, вот у коллеги гостиницы, они совсем даже неплохие. И они соответствуют в своем... можно я да. тоже поговорю? Но их мало, Конечно, их мало для массового туризма. Да? Для массового туризма Смотрите, очень нельзя говорить, что мы должны ориентироваться только на богатых. Совершенно правильно. Естественно, любая турфирма хочет за один раз там месячный прибыль сделать. Это, допустим, Сатал Тур любит работать с рыбаками, москвичами, питерцами, да? То есть кто-то любит только на охоте специализироваться. Но это такой разовый, допустим, летом в июне, в июле, августе, там по 2 группы в месяц возить, все, они довольны. Но не надо же, мы же все-таки живем в демократической стране, да? Несмотря на то, что там США говорит. Поэтому мы не должны обделять другие слои населения. Получается, есть 3 категории туристов. Первое — это бюджетники, это все якутяне, они все Абсолютно бюджетники. согласна. Да. То есть для нас потратить 3000 рублей в день — это большие деньги, понимаете? То есть и мы, соответственно, тоже хотим на Ленские столбы съездить в большой компании и потратить не больше 3000 рублей. То есть у нас доходы такие, поэтому мы как бы считаемся бюджетниками. Я сам бюджетник, хотя и у меня турфирма. Потом есть средний класс, да, у них там свои запросы. Средний класс может, допустим, остановиться в Стерхе. Кстати, у вас хорошая гостиница, причем она ориентирована на 2 категории, на бюджетников и на средний класс. Богатые у вас стараются не останавливаться, потому что они выбирают либо Тагандархан, либо полярную звезду. Да, да. Вот. Соответственно, 3 категории: богатые, средние, ну и рядовые граждане. Как мы любим себя называть, простые смертные. А для простых смертных у вас в Якутии что-нибудь есть интересное? Вот билеты смотрят, на самом деле добраться до Якутска сейчас вообще дешевле, чем доехать до Ленских столбов. То есть один перелет стоит 14 тысяч, 12 тысяч. В определенный период времени, да? Нет, только туда. В определенный сезон. Нет, вы знаете, вот те, которые хотят сэкономить, они всегда заранее планируют. То есть вот сейчас нам пишут уже
на август, они уже спрашивают, что у вас можно купить, куда поехать. Мы хотим сейчас билеты купить. Вы скажите, в какие числа приедем, а программу мы уже там обговорим. Потому что сейчас дешевые билеты. Можно купить за 14 тысяч. А, допустим, на Ленские столбы съездить всей семьей, это уже там, сколько там, 30 тысяч надо. А если вы хотите за один день сгонять на Ленские столбы, если вы один, то вам надо где-то 30 тысяч. Ну вот вы представитель же, получается, представляете турфирму, вы ничего Я не предлагаете? непосредственно общаюсь с туристами, поэтому я просто знаю, какие есть туристы. Есть обычные, они сюда приезжают буквально на 2 дня. Просто увидеть Якутск зимой, холодно, походить. Я с ними общаюсь просто из-за того, что мне интересно с ними общаться. Приезжайте, я не собираюсь на вас заработать, там, какие-то туры там вам впихнуть. Я просто знаю, что вы приедете, потом другим расскажете. Тоже Позвольте, я замечательно. прокомментирую, да, раз уж наша компания была затронута, да, Болотом. Да, ваша реклама. Я свою вообще не рекламирую. Вот Да, Сатату, благодарю вас. Если Благодарю, вы да, хотите если... эксклюзивную рыбалку на озере Индигирь, то, пожалуйста, летите. Ну, как Бола сказала, мы любим, да, рыбаков, но что делать, рыбалка одно из направлений деятельности, да, на которых мы специализируемся. Поэтому, собственно, и существуют разные туристические компании, у каждого свой профиль. У кого-то охота, у кого-то рыбалка, кто-то больше любит бриллианты, да, поэтому у нас много, это живая конкуренция. Вот бриллианты очень сложно продвигать на самом деле. Вот приезжала группа китайцев, неожиданно как-то появилась, позвонила, говорит, вот мы хотим к вам приехать. Я говорю, а что вы хотите сделать? Мы просто хотим арендовать машину. Сможете машину найти? Да, сможем. Потом машину предоставили, говорят, ну, свозите нас в музей какой-нибудь. Свозили, а им музей вообще не интересно. То есть в музей Мамонта пришли, все разбежались, кто-то пошел в туалет искать, кто-то там бивни потрогал. Это было определенное а потом смотрим, оказывается, там большие такие бриллианты. Вот видите, и как раз потом на они поехали искать бриллианты, самые крупные. Они смотрят. Это тоже один из видов туриста. Поэтому промышленный туризм, Оказывается, у бриллиантовый нас туризм, большие бриллианты невозможно просто так купить. Потому что большие каратники отправляют сразу в Москву. Это надо заранее договариваться, чтобы сколько-то там камней оставить. Поэтому есть тут продукт. Это уже нюансы работы, касательно бриллиантов, это нюансы работы, организации туров, да, все компании, которые полноценно занимаются туристом, состоящие в реестре туроператоров, да, с этим сталкиваются, имеют опыт работы, как привезти на бриллианты, за сколько нужно забронировать. Если говорить о бюджетных турах, то далеко не всегда, к счастью, сейчас Ленские столбы у нас в 30 тысяч рублей выходят, да. А во сколько? Но мы предлагаем гораздо более бюджетные туры. Это туры, как правило, одного дня, как в зимний, так и в летний период. Да, конечно, как часто вы в итоге возите? Вот, по бюджету? Желающие собираются, конечно, да. Но вопрос рекламы продвигаем, разумеется, да. То есть туры новые. Все привыкли, что Ленские столбы — это у нас круиз. Ну, да, я это хочу далеко сказать, не так. Да, вот вы говорите, что... Да, поэтому бюджетные возможно. Конечно, на семью все еще стремимся, да, к снижению цен. В принципе, для индивидуальных туристов это Ну, уже... примерно вилка какая сейчас, чтобы мне понимать? Вот это уже может быть раз в 5-6 меньше, да, чем озвучил Болот. Это может быть от дохода все зависит. Рублей, да. Поймите, вот сколько вы Каждый денег может себя зарабатываете От в день. Болот вообще все зависит. Да, но вы спрашиваете, и какая бюджетный вилка, отдых тоже, да, какая для вилка кого-то. должна быть. Понятно. Вот сколько вы минимум, в день зарабатываете денег, Я бы здесь, готовы что уместно потратить. бы сказала, да, вот это то, о чем говорит наша коллега, здесь их компания. Дело в том, что продукты разные предлагают сегодня туркомпании. Есть путешествия на теплоходе от Якутска и обратно 2-3 дня, да, там вот этот порядок цен. Есть совсем другие сейчас турпредложения тех же наших туроператоров с Хангалского улуса. То есть благодаря развитию в целом туриндустрии сегодня есть возможность доехать, скажем, до Покровска или там до Бугуниктата, да, пересесть на воду, то есть машиной доехать и ехать уже другим бюджетом. И одним днем, да, посетить Ленские столбы, провести все необходимые ритуальные процедуры, понаслаждаться красотой и вернуться в этот же день без ночевок. Есть вокруг Ленских столбов сегодня создаются у нас 4 сейчас и 2 там отдаления еще туркомплекса, которые гостей, которые вот таким образом добираются до Ленских столбов, могут принимать у себя уже на рыбалку, на более длительный отдых, скажем, там на реке, такие формы. То есть вы правы. Надо быстрее по карману строить, всем это очень не по карману, скажем, в комфортных условиях. Почему еще такая стоимость? У нас мало теплоходов, у нас мало комфортабельных теплоходов. И сегодня Да, ни извините, один пожалуйста, давайте я вас предприниматель- прерву. Да, Мы да. сейчас уйдем на рекламу, а потом вернемся, продолжим наш разговор. Реклама на НВК Саха.
В эфире «Не пропусти главное», и мы говорим о путях развития внутреннего и въездного туризма. Екатерина Ивановна, вот вы... Да, я хотела завершить мысль, как раз, о которой мы говорили. То есть сегодня все-таки рынок предлагает разные возможности. Вот как раз на разные кошельки, о которых говорил наш коллега, да, и сегодня наши туркомпании ориентируются на спрос и возможности наших. А государство со своей стороны, конечно же, сегодня создает тот или иной инструмент, инфраструктуру именно на тех территориях, на тех приоритетах, где это сегодня востребовано и экономически выгодно, обосновано. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я хотела просто такую ремарку сделать, да? Мне кажется, что массовый туризм должен начинаться все-таки с открытости миру. То есть принимающая сторона должна хотеть идти на контакт с новыми людьми. Ну, то есть с туристами, да? Я поясню мою мысль. Все дело в том, что в течение нескольких лет я пыталась отдохнуть в якутской деревне с моими детьми. Мы хотели пожить в якутской семье, подоить корову, поработать на сенокосе. Так вот, это казалось совершенно невозможным. Даже за деньги. Нам не смогли помочь даже знакомые, которые имеют в деревне родственников. Нас никто так не захотел принять. Надо сказать, что в Таиланде, да, например, это вообще не проблема. Плати деньги и живи сколько угодно в любой семье. Мне кажется, что надо все-таки убеждать селян, сельских жителей в том, что туризм это хорошо. И что вот это вот деньги, это поступление в их семейные бюджеты. То есть нужно учить открытости миру. Вот, ну, к сожалению, пока мы в якутской деревне так и не побывали, увы. Спасибо. Спасибо. Да. Кстати, очень интересный Да, вопрос. кстати, И есть тема такая. такая. Давайте по очереди. Вот давайте. Мария Константиновна. Ну, это, я думаю, что менталитет нашего населения, все-таки вот мы работаем 20 лет в туризме, и за это время, конечно, очень изменилось по отношению. Было времена, когда наших туристов вообще не принимали, даже в гостиницах, а сейчас уже все с радостью работаем, и как курс доллара повысился, из-за этого как бы наши цены стали намного дешевле. И авиаперелеты с Москвы до Якутска и обратно, с Владивостока до сюда стали намного дешевле для иностранных граждан. Вот это вот как бы нас радует. И кроме этого, вот если так подумать, да, очень много у нас туристов, много туристов бывают именно в событийных туризмах во время. Вот у нас бриллиантовая неделя, полюс холода. И вот мы сейчас разрабатываем программу детский фестиваль, международный фестиваль, тоже бриллиантовые нотки. Вот в этот год у нас приезжают 200 иностранных детей. Спасибо большое авиакомпании «Якутия». Я хочу сказать, что нам дали большую скидку китайским детям, которые сюда приезжают с Хабаровска. И из Хабаровска очень большая делегация тоже приезжает. И как бы для них цены стали более приемлемы авиаперелетов. Вот если говорить о внутреннем туризме, вообще такое явление в Якутии распространено. Телезритель звонил, говорит, я вот не могу вот попасть там в деревню. Вообще такие явления есть? Да, если вот вернуться к звонку. Просто менталитет все-таки. Я Наши очень сейчас. скромные. Пожалуйста. Перед менталитетом я некоторую статистику скажу. Давайте. Вот за последние 3 года, 4 года у нас разработано 76 нашими туроператорами, туркомпаниями, 76 маршрутов. Из них 11, которые работают на туризм, а все остальные сегодня это для внутреннего потребления. Они разного качества. Из них только 12 сегодня паспортизовано. Что такое паспортизация? Это значит соответствие международным стандартам. Все остальные, конечно, еще должны дорабатываться и нарабатываться. Но уже, заметьте, 76 из них 11 только, которые готовы, да, к изнону, а все остальное это нашего внутреннего пока потребления. Это 15 территорий нашей республики, которые сегодня активно создают 23, если быть точно, по-моему, до кластера, комплекса туристских, базируясь на своем туристском потенциале. Амга, Намский, Аймикон, Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский, конечно же, Хангаласский, в первую очередь, и так далее, и так далее. То есть география совершенно разная. Это для наших внутренних как раз маршрутов. И вот коллеги, которые сидят и слева, и справа, они как раз этими занимаются. Наряду с тем, что они привозят туристов,
на событийные туры, они сегодня активно занимаются вот как раз нашим внутренним развитием внутреннего Насчет туризма. сельского туризма, кстати, на Амурском улусе очень хорошо принимают. Да. Есть Господин такие Ермолаев, семьи, да, семьи, есть такие да. семьи. То есть вы уже работаете конкретно мы с этими семьями, да? Но это единичные, конечно, да, но есть семьи, которые хорошо принимают. И в том Торе, по-моему, это, наверное, принимают. не только в Намском улусе, можно со всеми улусами так Да, договориться. это же очень хорошо. Но тут у нас Опять же, транспортная куда можно доехать, да? Да, Куда транспортная можно схема у нас Транспортная очень схема, сложная. чтобы была Вот удобная. где Намский улус и Покровский, Ведь да, вообще вот в политика эту сторону в сфере только можем туризма, принимать. она строится на том, чтобы приносил туризм доход, и именно доход тем жителям, которые проживают на этой Совершенно территории. верно. Это же Ну, вот поэтому тут вот Болот, и кстати, мысль-то говорил- была, чтобы как-то люди были, вы говорили о гостеприимстве, да, Знаете, чтобы здесь- люди были готовы, дружелюбны принять гостей. Знаете, здесь, наверное, То есть- две проблемы. Во-первых, наше население по ментальности все-таки оно не коммерциализирует свое гостеприимство, да? Оно больше предлагает это радушно в качестве гостей и все. Это первое. И поэтому тут права наша телезрительница, что мы должны воспитывать культуру, ну, скажем, реализации своего гостеприимства, да, вот в таком цивилизованном виде. С другой стороны, для того, чтобы это предлагать, мы тоже хотим, чтобы это было комфортно, правильно и качественно. Это тоже сдерживающий фактор. Поэтому в нашей программе, допустим, вот даже развитие предпринимательства, есть сегодня новое направление развития народных промыслов и, через запятую, сельского туризма и экологического туризма. Это зачем делается? Затем, чтобы помогать как раз селянам создавать инфраструктуру, обустраивать эти туристские сельские предложения, да. Вы правы, что не везде можно добраться. И поэтому как раз там, где создается у нас сегодня наземное транспортное обеспечение, Данамского, Хангаласского, Усамгинского, то есть наши дороги круглогодичного пользования, Вилюй, Колыма, Лена, по этим дорогам у нас в первую очередь начинают появляться, зарождаться ростки вот этого сельского туризма. А вот население само у нас готово оказывать такие услуги? Ведь это же услуга. Население очень хочет. Да. Хочет. Что они для этого Хочет. делают? Что? Хочет это Хочет, одно, да, а как хотите это это сделать одно, базы а данных, какие которые... условия, да, прежде всего, условия, да. создавать. Нужно Чтобы обучать нормальные условия были. Коллега, вот послушаем. Можно я добавлю? Да, я вот как представитель именно турфирмы, которая занимается именно внутренним и экстремальным туризмом, да, наши туры в основном проходят именно вот в сельских местах, там, горных местах, где мы непосредственно нанимаем население местное. Вот. Дело в том, что есть, конечно, люди, да, которые желают там поработать, да, но в то же время не все они знают, как это можно Он сделать. правильно да? сказал. Потому что, ну, одно дело вот... Хотеть, Да, хотеть, а другое дело, как это реализовать, да? Да. И вот надо вот именно как-то сделать так, чтобы именно вот таким вот людям помочь. Повышать да? квалификацию их, Да, учить ну их, вот, правильно? допустим, у нас Да. к нам обращаются очень много людей, да, спрашивают, как можно вот открыть там свою фирму, как можно там пройти курсы гидов, там проводников и так далее, и так далее, да. У нас вот сейчас несколько договоров с ребятами с северов, да, которые через нас уже учатся в новосибирских вот школе проводников у Говора. Потому что это же действительно большая Ну, проблема, нехватка специалистов, тут я, которые бы наверное, одну обслуживали реплику на, вставлю, да? на Да. высоком уровне эту отрасль. Да. Таких специалистов Вот очень это вот мало в самая главная республике. проблема Вот, в туризме. Всегда Да. было. И чтобы вопрос не за... Оно было всегда, и сейчас тоже очень остро стоит. Но в то же время... Над этим же и нужно работать. Хорошо, Правильно, вот я потому как что раз хочу времена-то вставить меняются. реплику, что над этим не нужно, а над этим работаем. Да. Каким образом? Вы, коллеги, хорошо знаете, что у нас в республике разработан комплекс мер, да? Он называется у нас «Дорожная карта создания благоприятной индустрии гостеприимства». Она и поддержка наших туркомпаний, туроператоров, и развитие инфраструктуры, допустим, гостиничного. И одновременно, конечно, это подготовка кадров. Целая концепция есть. Что она включает? Создан ресурсный центр при университете. Этот ресурсный центр в течение уже 3 лет, вы, наверное, тоже там повышали квалификацию своим специалистам? Нет? Я имею в виду своим специалистам. Вот только за прошлый год они повысили квалификацию 166 предпринимателям и занятым в сфере индустрии гостеприимства. Наша бизнес-школа имеет специальные программы. Вот вы сказали, вам задают вопросы правильно. Чем больше мы стараемся делать предложения, тем больше возникает вопросов. Сегодня наша бизнес-школа тоже разработала специальные турпродукты, дистанционно обучает основам гостеприимства, основам предпринимательской деятельности. Кроме того, у нас есть Покровский колледж, где мы уже 4-й год делаем заказ на гидов-проводников. Но другое дело, ну, качество, да, потому что сами преподаватели тоже
должны иметь соответствующую квалификацию, чтобы обучать. Это первое. Второе. Наши выпускники не всегда находят трудоустройство у наших туроператоров. Почему? Потому что, как правило, это сезонная работа, и они их берут временно. Также? Поэтому здесь мы разработали целую сейчас концепцию наставничества, и коллеги об этом знают, дабы стимулировать закрепление молодых специалистов у наших предпринимателей на постоянную работу. То есть делается в этом направлении немало. Но это же нужно не 1 год и даже не 5-летку для того, чтобы наши кадры сегодня обучились. Ну вот вы говорите о концепции, я знаю, что есть, существовала государственная программа, которая работает, очевидно, да, развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Саха до 2016 года. Вот согласно этой программе, там главная задача стояла это полностью создать, вот я прям цитирую, да, потому что я читала эту программу, полностью создать инфраструктуру и снять вопрос подготовки кадров, которые бы обслуживали вот эту отрасль. Ну, получается, сейчас 2016 год, ну, амбициозно же очень было. Как это полностью надо было создать инфраструктуру? Вы немножко не о том говорите. В программе этого никогда так не было, потому что программа развития внутреннего въездного туризма, подготовка кадров не занимается. Это вы говорите о стратегии развития туризма, наверное, она до 30 года, и там есть к этому периоду завершить работу по подготовке и переподготовке кадров до 30 года. Программа до 16 года не была, она есть. Более того, мы продлили, как и все другие государственные программы, сроки ее действия теперь уже до 2018 года, включая 2018. Задача этой программы, бюджет ее мал, я вам сразу скажу, но благодаря тому, что мы сегодня работаем, реализуем программу на условиях государственно-частного партнерства, то есть привлекаем средства муниципалитетов, привлекаем средства внебюджетные самих предпринимателей. Вот, например, Мария Константиновна строит один из объектов инфраструктуры на кластере «Северная мозаика» на условиях государственно-частного партнерства. Так создаются туркластеры, туркомплексы у нас по территории республики, о которых я выше говорила. 10% муниципалитет вкладывает, 40% вкладывает государственный бюджет и 50% сам предприниматель. Таким образом, мы на рубль привлекаем 3-3,5 рубля инвестора, и программа аккумулирует вот такую синергетику для развития инфраструктуры гостеприимства. И вы абсолютно правы, что сегодня вот эти два фактора, это инфраструктура и кадры, это, пожалуй, самые главные сдерживающие. Даже тарифы. Тарифы, они тоже могут иметь сезонный характер благоприятный. Если это событийные, скажем, туры или наши сезонные мероприятия, у нас есть возможности, а сейчас у нас еще и реализуется государственная федеральная политика в этом плане. Сейчас, когда конкурентоспособность нашего рынка требует замещения выезда жителей России за ее пределы. Конечно же, мы сегодня, вся страна обеспокоена и озадачена тем, каким образом удешевить стоимость отдыха жителей России у себя. Поэтому конкурентно-замещающие, скажем, и предложения по перевозкам пассажиров и туристов в нашей территории, где санатории и курорты созданы буквально в январе этого года в Сочи обсуждался вопрос на уровне председателя правительства. Сейчас уже эта программа начинает работать. Мы, кстати, тоже, вот наши коллеги, которые подготовили свои турпакеты, будут в этом участвовать. Екатерина Ивановна, извините, что перебиваю. Давайте послушаем телезрителей, потом вернемся. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос к Марии Константиновне. Она ранее говорила по поводу фестиваля «Бриллиантовые нотки». Хотелось бы узнать, когда будет фестиваль и с какого числа можно подать заявку. Это уже любимый фестиваль. Но у нас этот уже 4-й фестиваль, фестиваль, который мы проводим, уже международный детский фестиваль. К ним участвуют дети со всей нашей республики. В прошлом году участвовало около 5000 детей. Ну, думаем, в этом году тоже приедут очень много детей. И кроме этого, в этом году к нам приезжают 200 иностранных детей. Это нас очень радует. Они конкретно подтвердили, что они приезжают. Они все выкупили билеты. Когда это будет? Это будет 26 и 27 марта. И будет проходить в 6-7 площадках нашего города. Будут очень большие концерты, будет большой праздник для детей. И приглашаем всех наших жителей и дали возможность и детей участвовать в этом нашем большом празднике, в Международном фестивале «Бриллиантовые нотки». И тем, что
тем, что вот доллар вырос, поэтому, наверное, стоимость авиаперелета все-таки стала для иностранных туристов меньше, поэтому в этом году намного у нас больше заявилось. В прошлом году всего было 7 человек, позапрошлом году было тоже вот так. Куда вот. обращаться, просто Да. хотел сказать. Куда обращаться? Обращаться к нам на Пояркова 18, кабинет 209, приходите, будем рады. А вообще, если говорить от теории переходить к практике, вот мы много говорили, что у нас есть несколько направлений, там есть несколько предложений. А если вот говорить практически, какие есть вот предложения на сегодняшний день для внутреннего туризма, для вот охоты, рыбалки, если можно с приблизительными ценами, которые вот человек может Может быть, себе наиболее позволить? популярные Может, какие-то наиболее маршруты, популярные, потому что да. их на самом Если деле вот много, практически Екатерина Ивановна говоря. уже озвучивала. Пожалуйста. Ну, у нас вот, допустим, в нашей компании около 20 рабочих маршрутов. Так? Самые популярные? Самые популярные, ну вот Амгаз, да? Амгаз. Сколько примерно От 30. От 30 до 30, на одного человека? Да, до 30 до 35 тысяч. Популярный маршрут? Это двухнедельный маршрут, он включает полностью все. То есть вы приходите, грубо говоря, с пакетом своей одежды, да? А мы вам выдаем рюкзак, куда вы можете все это положить, кружку, ложку, все это, спальники, коврики, там, еда, катамараны, все. Вот так. Синее, то же самое. 2 недели, 35 тысяч. Ну что и не говорите, все-таки охота и рыбалка у нас. Ну, охота, рыбалка изначально. Это изначально на первое испокон место, веков, конечно. как бы, да, можно сказать, даже вот с советских времен они котировались. И они ниже там и так далее были, вот, допустим, не ниже 3,5. Ну, у нас еще и республика же очень богата особо охраняемых территорий, много Совершенно заповедников. И как раз верно, вот это вот совершенно могли бы быть новые маршруты Они уже какие-то. есть. Есть Знаете, разработаны. что в последнее время Министерство предпринимательства, делаю реверанс в ваш адрес, начало хорошо отрабатывать, несмотря на эти сложные схемы и карты, дорожных карт, да, или как вы там называете, несмотря Так и на эти называем. официальные фразы и слова, на самом деле вы как-то даже, может быть, сами не замечаете, но вы делаете очень большую работу по рекламе самой Якутии. Совершенно верно. То есть, брендирование. Опять слово брендирование, это нет. Надо такое слово, что узнаваемость Якутии. Просто люди много слышат о Якутии, они начинают уже так, на Байкале побывали, на Камчатке побывали, на Алтае побывали. В последнее время очень много о Якутии говорят. Давайте посмотрим. И начинают они в интернете искать. А вы говорите, вот если более Ой, давайте, конкретно... извините, давайте дадим по всем телезрителям интересам. еще задать вопрос до давайте, рекламы, потом чтобы поговорим. мы успели на него ответить. Да, пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос к министру туризма. Что делается в направлении того, что для отдыха местного населения, допустим, на выходные, в субботу, воскресенье, допустим, у нас профилактории только для престарелых, санаторий или для студентов, а для обычных граждан ничего такого нету. У нас даже пляжи вовремя не открываются летом. Парк культуры имеется, но он как бы не очень хорошо работает, мне кажется. Вообще организация отдыха, право граждан местного населения на отдых у нас ущемляется. Вынуждены выезжать за пределы России, на юга. Это тем, кто побогаче, все равно туда ездит, а тем, кто обычным людям, им надо отдохнуть, чтобы хорошо работать, выезжать на уикенды. Спасибо, мы вас Согласна, поняли, спасибо. да. Спасибо. Хороший вопрос, я на него уже немножко, по-моему, отвечала, повторюсь еще раз, да. Действительно, прежде всего, вся наша политика заточена на то, чтобы развивать возможности для отдыха нас, жителей республики. И неважно, какие там побогаче, победнее нас, жителей республики, которые сегодня хотят любить, узнавать и отдыхать у себя дома. Что делается? Вот те самые 76 маршрутов, о которых мы говорили, из них добрая половина сегодня создана и создается и развивается благодаря государственной политике, благодаря поддержке. Значит, мы с муниципалитетами выявляем свой турпотенциал, их потенциал, что возможно создавать, где есть река, где есть горы, где есть дороги, где есть у нас те же самые пески для того, чтобы организации пляжного отдыха. И находятся вот такие энтузиасты, которые сидят слева и справа от меня, да, то есть индивидуальные предприниматели. В данном случае это не всегда туроператоры, это могут быть просто индивидуальные предприниматели. И начинают создавать свои туристские комплексы. Таких комплексов, я уже повторяюсь снова, у нас сегодня создано 37 туристских баз по территории республики. Сунтарский улус, пожалуйста, тещин язык,
Намский, Графский берег, господин Ермолаев там прекрасный отдых организовал. Амгинский УЗ, вот коллега рассказывал, да, там у нас местные предприниматели, целых 3 человека, которые создали уже туристские маршруты, базы отдыха. Хангаласский УЛУЗ очень насыщен сегодня у нас такими предложениями. Да, сегодня, наверное, и все наши отдаленные северные территории сегодня уже стараются у себя на территории тоже создавать такие туристские маленькие турбазы. И что мы делаем? Мы их поддерживаем. У нас в нашей программе внутреннего въездного туризма... мы сейчас опять прервемся есть еще на одну рекламу короткую, цели. потом Да. продолжим. Хорошо. Реклама на НВК «Саха». Вы смотрите программу «Не пропусти главное», и мы обсуждаем проблемы и развитие туризма в республике. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю организовать на площади Ленина, поставить киоск для продажи билетов на местные туристические маршруты, как делают в других городах, например. Почему рядовой житель должен искать по всему городу вот эти туристические фирмы, я не понимаю. Тут хороший вопрос, да, Хороший пошел. вопрос, но... И хорошее предложение, на самом деле. Если позволите, я очень коротко, да? Да. Мне на каждый вопрос есть ответ. Вот коллега, который здесь сидит, она работала в национальной туркомпании. Это наша туркомпания, национальная туркомпания, как раз занимается продвижением, то, о чем вы говорили, нашего туристского продукта, продажей наших вот туристских предложений. В ТРК Туймада стоял долгое время там киоск специальный, который продавал билеты, вернее, туры для значит, жителей республики. К сожалению, не смог выдержать нагрузки, то есть бюджетные нагрузки. Но сейчас мы создаем, уже принято решение, туристский информационный центр. Этот центр будет заниматься исключительно продвижением вот наших турпродуктов на рынке. То, чем мы сегодня занимаемся, это будет отдельно поддержанием сайта. Теперь есть всероссийский портал, на который мы двигаем свои туристские продукты, и одновременно реализацией, конечно, вот наших туристских маршрутов и путевок. Задачей этого ТИЦа как раз является иметь филиалы. Он будет иметь филиалы по республике, в районных центрах и промышленных территориях, и обязательно на центральных площадях. Мы с Александром Сергеевичем обсуждали вопрос размещения такого ТИЦа, филиала, например, в кинотеатре «Центральный». Сейчас мы рассматриваем летний период использования возможностей нашей башни на территории старого города. То есть абсолютно правильный вопрос. Сегодня мало того, что мы что-то делаем, главное это делать доступным для наших ушей и возможностей. Абсолютно, что в этом плане работа Да. ведется, потому что надо признать, что до сих пор такая рекламная имиджевая кампания, она была поставлена Она у нас была ориентирована скорее на выезд, да, на тех, что приезжали к нам, да? На тем, что приезжали. Ну, вот мы много говорим о том, что у нас, в принципе, транспортная, получается, вообще недоступность и очень влияет на турбизнес. У нас представитель компании «Якутия». Вот что наша родная авиакомпания «Якутия» предлагает, может быть, для турбизнеса? Для какие-то турбизнеса льготы? ничего не предлагает. На самом деле очень дорого. По Якутии Как летать. отметили коллеги, туризм у нас дело коллективное. Ну да. Да, и в Плохое данном дело случае добровольное, да. авиакомпания, естественно, занимает свою нишу, именно обеспечивает транспортную доступность авиатранспортом. Это и центральные регионы, и полеты по республике. Что-то решается своими какими-то силами, да, но в основном, безусловно, авиакомпания старается участвовать во всех программах субсидирования федеральных перевозок, где только возможно. Ну, уже традиционно, как бы все знают, это полеты в летний период в центральную часть России. Также 3-й год уже действует постановление по региональным перевозкам, в том числе задействованные по Дальнему Востоку. Многие заметили его удобство, то есть, допустим, и сейчас делают, скажем так, замечания, почему подорожали билеты на Благовещенск. Они, к сожалению, не подорожали, просто маршрут был снят с субсидирования. Но здесь хотелось бы что отметить, что Росавиация, как уполномоченный орган государственной власти, занимается развитием данного постановления. Не далее, как 28 января проходило совещание в Москве с участием большого количества туристических организаций, и в том числе регионов, где обсуждался именно вопрос о формировании перечня маршрутов в рамках этого постановления с целью развития именно внутреннего туризма. Свои предложения высказывали как и мы, так и представители туристического бизнеса, поэтому мы рассчитываем, что
количество таких маршрутов увеличится и возможность транспортной доступности повысится. Это как раз в развитии того решения, которое было в Сочи принято председателем правительства, о чем я говорила. Но самое главное условие, одно дело, значит, субсидирование этих перевозчиков, да, а другое дело предложение самого турпакета, турпакета импортозамещающего. И поэтому вот нашим коллегам, которые здесь сидят, и тем, которых здесь нет, а занимаются туризмом, предстоит эти предложения предъявить. Мы должны будем заявить их в Российский союз туроператоров. Специально для этого в декабре мы привозили представителя, проводили обучение наших коллег, то есть требования к этим маршрутам, чтобы они были конкурентоспособные. И те, которые сегодня у нас готовы, они вот уже разработали, нам представили, нам предстоит пройти эту экспертизу, отбор, и только тогда вот эти дополнительные субсидированные возможности появятся и для туристов, я подчеркиваю, не для пассажиров, а именно для туристов и в нашем направлении. Ну да, определить самые популярные места. Абсолютно правильно. И ваши как бы средства, и другие средства как-то субсидировать, да. чтобы обычные якутяне могли, допустим, слетать в Тикси, Батагай, чтобы потом посмотреть Верхоянские киселяхи, либо Чекурдах. Там, кстати, большой город там каменный город есть, прямо в тундре. А туда сложно добраться, потому что билет стоит 25 тысяч туда-обратно. А если доказать, что это популярный маршрут, и все якутяне туда хотят летать, то я думаю, правительство когда-то решит и начнет субсидировать именно вот эти рейсы. Я хочу добавить, что внутри города тоже нужно проводить буквально каждый месяц какие-то мероприятия. И вот этот фестиваль, вот детский, да, он очень хорош, потому что когда приезжает много народу, это сразу сказывается на заполняемости гостиничных номеров, и мы это резко прямо чувствуем. Нужно проводить много каких-то... по одному большому по одному большому предприятию или деловой там конференции нужно привлекать, чтобы в наш город побольше там или деловых конференций, или вот детских мероприятий. Мэрия хорошо работает. То есть и нужно это вот графиками заполнять. Дети Азии. Дети Азии это наоборот проблема для обычных туристов, потому что невозможно попасть. Нет, ну есть же другое время для обычных туристов. Да. У нас заполнены только 3 даты в календаре. Это вот 4. СЭХ, вот Дети Азии, возможно, бриллиантовая неделя. И зима начинается с Якутии. Да, зима начинается с Якутии, а все остальные периоды у нас тишина. Например, для заполняемости гостиниц скажу, что январь месяц он совершенно пустой по заполняемости. Май месяц это тоже пустой по заполняемости гостиницы. Был круглогодичный. А вы знаете, а почему вот новогодние праздники у нас ничего не происходит? А что должно происходить? А потому что люди хотят сюда приехать и отпраздновать Новый год. Въездным туризмом. А почему не происходит? А почему вы не А предлагаете, почему не мне нужно звонить разрабатываете тогда? все рестораны и гостиницы, спрашивать, а вы в новогодние будете праздники работать? Тут группа хочет приехать Новый год в Якутске отпраздновать. Вот А зачем обзванивать? А зачем обзванивать? обзванивать? Вам же надо, наверное, всем собраться, вы же в одной отрасли Для этого работаете. есть ассоциация гостеприимства. Действительно, там нельзя так 11 стрелки дней перед, отдыха, это очень если, хорошее допустим, вот министр скажет, а давайте в Новый год будем работать, а не отдыхать. И потом сразу все забегают и начнут. Ну, вообще-то у нас инициатива должна, наверное, инфраструктура работает. Может быть, не 1-2, но все последующие дни, Нет, конечно, я наши имею в виду- рестораны, гостиницы, все работают, безусловно. Мы работаем, да. просто у нас нет мы вообще не туристического отдыхаем. продукта пока еще, да? Туристический продукт в новогодние праздники. приехать в Якутию, он захочет Морозы, узнать, мы должны его продавать. его права Мы его будут и продаем. Он уже продается. У нас продается. Гостиница не работает на Новый год. Давайте послушаем, уважаемые коллеги. Так, что вы говорите? Вот смотрите, из другой уголка России захотят к нам приехать. Они куда пойдут? Они будут узнавать, на каком основании, ну, как договор будут заключать. И зарегистрирован ли этот туроператор, и будут ли мои права защищены в случае чего, ну, непредвиденных ситуаций. Ну это да, но У нас россияне, туроператоров они всего все 3 дикари. в республике Саха-Якутия. И, соответственно, если У нас посмотреть не на 3. этот реестр. Вы зря говорите. Сегодня 3. Нет. Да, вот У вас сегодня сегодня 3. зарегистрировано в российском реестре 14. Буквально, да, 14. А действующих Было 3. значительно больше. За последние годы очень много с рынка ушло, именно те, которые работали на выезд. Вот как раз Сардана, наверное, подтвердит и немножечко расскажет, чем она теперь занимается. Все, что не делается, может, оно делается к лучшему, времена меняются. И моя компания, она в основном занималась только выездом. Я говорю в основном, потому что иногда мы принимаем тоже туристов, да, и специфика туристов разная. Допустим, из Китая нужно одно, из Кореи другое.
Японские туристы, менталитет совершенно другой. Вот вы говорите экстремальный туризм, там событийный и так далее. Это вот именно для такого вот потребителя, да. Вот. Но потребительские услуги, они растут. Ага, растут, значит, и у нас они тоже должны подниматься, потребительские, да. Они, как говорится, вот вы говорите там бюджетные, средние, там высокий уровень и так далее. Также и у них. Они, допустим, хотят хорошие условия. Китайские туристы, я имею в виду. И японские, и корейские. Нет, ну японским редко. Вот Ну, в японских принципе, больше все сейчас хотят интересует хорошие это... И внутренние размещение, туристы тоже мы хотят хотим хорошие хорошей условия, семьи. честно говоря. Им урбанизация уже надоела. Вот это вот современные мегаполис и так Но далее. Я всем сейчас азиатским сама на прошлой туристам неделе нужен была в теплый Токио, да, туалет. и знаю, что такое вот встречалась я там с партнерами, и их действительно интересует вот не то что экстремальный, а вот чисто вот природа. Да? Повезти их в Ангаласский улус, в Намский улус, они просят размещения в семье. Поэтому я и говорю, может нам собраться там, да, переговорить, надо просто сказать, съездить что в для них деревню, это собрать там дополнительный контакты. заработок. Если группа приедет и за одну ночь каждый заплатит по 1000 рублей, то получается, если приедут хотя бы 4 ночи проведут, это 5 человек, 4 умножаем на 5, это 20 000 рублей. Как хорошо, что мы с Это вами это всего рассказываем лишь- населению. Они Да. сейчас сидят и То есть, включаются, получается, наши коллеги. дополнительный Наши заработок. Приходим к выводу, да, те, кто нас слышит. Да, мы на этом Россияне заканчиваем. решили Да, нам спасибо по вам своим большое, предложениям. что состоялся такой заинтересованный живой разговор. Мы вас очень благодарим за это. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Спасибо за хорошие предложения. Они